Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Бадра Гунба представил коллективам администрации президента и столицы новых руководителей. Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок по целевой программе Минсельхоза. Мурал с изображением горного пейзажа появится на фасаде многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуме. Бадр Гунба представил коллективу администрации президента нового руководителя Беслана Эшба. Глава государства также поблагодарил бывшего руководителя администрации Бесалома Кварча за добросовестную работу на этом ответственном посту. Беслан Эшба – кандидат экономических наук с 1999 года на руководящих должностях. Был директором госкомпании «Абхазтоп», помощником главы правительства Абхазии, вице-премьером. Депутат Народного собрания 5-го созыва. С 2020 года занимал пост главы администрации города Сухум. Хункара Шипакургла Гораусква Хаздейпха. Акрепсо Авистра и Шурдуевич, Акаршукса Напхуковис Саусовый Бесалом Алексей Кварчия, Табуб Хаяс Ферстахоп, Ера и Джибаза, Хопада, Ера и Пыши, Дыра и Хуярхода, Илшо Зигбайтит, Хункара Аматураза. Иха Дача этап Харахашибкалара Ханну Амиза, это хоп, отец Хархартака, числа Здейша, Асходша, Чицялагала доп Аусурука, Хара Хомпада, и Хеопиранзи, Яхзакобдец Хархартака, Хацгалара. Убрезехана Скуяна год, Беслан Федорипа, Илшо, и Дыра и Хоярхона, Ханкара Аматазура Захарпа. Уважаемые коллеги, дорогие присутствующие, вы знаете, что мной подписан указ о назначении нового руководителя администрации президента. Беслан Федорович вам известен. Мы не один год вместе трудились. Опыт, знания, умения, которые есть у Беслана Федоровича, я очень надеюсь, что они будут применены эффективно на благо становления и развития нашего государства. Хочу поблагодарить Бесалома Алексеевича Кварча, который привнес свой вклад в эту очень тяжелую, непростую работу. И я уверен, что его опыт еще пригодится нашему государству, нашему обществу. Беслан Федорович, я вам желаю успехов на благо нашей страны. Поздравляю, огромное спасибо за оказанное доверие, высокую честь. Поздравляю администрацию президента. Я, конечно же, постараюсь оправдать доверие и уверен, что нам удастся общими усилиями, как единой командой, сделать много полезных вещей, нужных и необходимых сегодня нашему государству и обществу. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие. Хочу поздравить, Беслан Федорович. Мы знаем, мы видели вашу работу. Коллектив у вас замечательный. Работа предстоит огромная, тяжелая. Но мы уверены, что вы с этой задачей справитесь. Того, Беслан Федорович. Более 5 лет опыта работы в администрации города, необходимые знания и навыки для эффективного руководства столицей. Бадр Гунба представил коллективу администрации Сухума нового исполняющего обязанности главы города Тимура Агырба. Тимур Агырба – выпускник экономического факультета АГУ, окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.
Тимур Агарба уже знаком коллективу столичной администрации. Он работал здесь около 5 лет. Представляя нового мэра, президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что Тимур Агарба обладает необходимыми знаниями и навыками для эффективного руководства столицей. Я надеюсь, что тот опыт, который вы наработали здесь, опыт, который вы наработали, находясь в качестве руководителя управления капитального строительства, как хозяйственник, все свои усилия, опыт направите на улучшение жизни граждан нашей столицы. Всем нам успехов и большому коллективу администрации города Сухум. Хочу высказать слова благодарности за ваш ежедневный труд. Спасибо. Бадра Гунба поблагодарил Беслана Эшба, занимавшего должность мэра ранее, за проделанную работу. Глава государства отметил положительную динамику развития столицы и улучшения ее внешнего облика. Все то, что делалось в городе, было направлено на улучшение качества жизни граждан, проживающих в Сухуми. Ну, безусловно, острые вопросы, задачи сохраняются в столице. Я надеюсь, что с приходом нового руководителя многие сложности, которые сегодня актуальны для горожан, будут сняты. Беслан Эшба поблагодарил президента и коллектив за оказанное доверие и поддержку, отметив, что все достижения стали возможны благодаря слаженной работе команды. Он также выразил уверенность в успешном взаимодействии коллектива с новым руководством. Были очень сложные времена, особенно когда был ковид. Было работать сложно, в необычной обстановке, но коллектив выдержал, и мы стали двигаться вперед. Достижения определенные есть. Уверен, с приходом Тимура Михайловича работа будет усилена, поэтому обращаюсь к коллективу. Во-первых, благодарю, что мы столько лет вместе проработали. Относился к каждому из вас с большим уважением. Поэтому уверен, что с приходом Тимура Михайловича все также будет двигаться еще с более такой интенсивностью и на благо нашего города и нашей столицы. В свою очередь, Тимур Агарба поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отметил, что в полной мере понимает всю возложенную на него ответственность. Он также отметил вклад предшественника в развитие столицы. Для меня это большой кредит доверия от вас, от горожан. Я обязательно оправдаю ваше доверие. В городе, как известно, очень много проблем. Я не буду сейчас их перечислять. Приближается курортный сезон. Сегодня мы познакомимся с коллективом. Завтра будем проводить уже рабочие совещания и объявляем о старте подготовки к курортному сезону. Как вы подметили, в этом коллективе я много лет проработал. Кого-то я знаю, с кем-то мы познакомимся и настроены на плодотворную работу. Спасибо за доверие. Беслан Федорович, от себя лично хочу вас поблагодарить за проделанную работу и рассчитываю на вашу поддержку в том числе. Коллектив администрации столицы также поблагодарил бывшего руководителя за совместную работу, пожелал ему успехов на новом месте, выразил поддержку Тимуру Агарба. Вы настолько фундаментально, не поверхностно работали, вы смогли создать такую атмосферу в нашем коллективе, которая, я знаю, что вы сейчас смущаетесь, я вижу по вашим глазам, но, Беслан Федорович, это правда, вы смогли собрать такую команду, которая работает слаженно, как один большой здоровый организм. Хочу от лица Сухумского городского собрания и себя лично поблагодарить Беслана Федоровича Эшба за проделанную работу, за вклад в развитие города в столь непростых условиях. Это путь, который требовал немало количества терпения, энергии и преданности делу. Беслан Федорович, желаю вам успехов на новой государственной должности. Тимур Михайлович, на вас действительно большая ответственность. Горожане вас знают, воспринимают вас как человека нового поколения, возлагают на вас большие надежды на реализацию открытого и эффективного управления. Тимур Агарба, выпускник экономического факультета АГУ, окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Последние 5 лет возглавлял управление капитального строительства республики. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.
Указом президента Бадры Гунба, исполняющим обязанности главы администрации Ачимчирского района, назначен Алхаз Кация. Алхаз Кация – выпускник Воронежской государственной лесотехнической академии. До назначения главой Ачимчирской администрации занимал руководящую должность в РУП «Гулрипский лесхоз». 9 апреля Тхуарчал отмечает день рождения. Городу-герою исполнилось 83 года. С Днем города жителей Тхуарчала поздравил президент Бадра Гунба. Жители города – истинные патриоты Абхазии, которые полны решимости возродить былую славу своей малой родины. Расположенный у подножия горы Айсара, красавец Тхуарчал открывает свои двери для туристов. Руководство страны будет делать все возможное для поддержания и развития города-героя, говорится в поздравлении. Бадра Гунба пожелал тхуарчалцам и выходцам города здоровья, счастья и благополучия. Я верю, что у города-героя Тхуарчал светлое будущее. Вы этого достойны, отметил президент. На реализацию ведомственной программы развития сельского хозяйства в этом году выделено 150 миллионов рублей. Уже принято 479 проектов на сумму более 270 миллионов рублей. Конкурсная комиссия под руководством исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Беслана Джопа приступила к рассмотрению поданных заявок. Об основных направлениях, которые охватит программа в этом году, в материале Гундышова. Проекты по растениеводству, скотоводству, птицеводству, выращиванию овощей и фруктов, а также их переработки реализуются в республике с 2021 года в рамках целевой государственной программы Минсельхоза. Заявки на участие тщательно отбирают и проверяют. В этом году уже принято на рассмотрение 479 проектов. Для начала хотел бы сказать, чтобы еще раз поблагодарить за работу, которую мы провели в прошлом году. Сформирована новая комиссия. Комиссия немного запаздывает. Хотел бы сказать, что мы уже весенние работы практически пропустили по объективным причинам, потому как бюджет был принят позже, комиссия была сформирована, и программа наша была утверждена позже, чем в прошлом году, и поэтому за оставшееся время та сумма, которая нам определена бюджетом, руководством Абхазии, мы предлагаем и вообще должны как-то эффективно использовать для того, чтобы смогли какую-то цель достичь именно в развитии сельского хозяйства. Конечно, эта сумма не отвечает всем нашим требованиям, но тем не менее мы сами убедились в том, что наши заявители, наши жители села, крестьяне, те, кто хотят чем-то заниматься, они очень заинтересованы в нашей программе. Проекты по государственной программе Минсельхоза реализованы практически во всех селах Абхазии. Основные цели программы – повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение объемов производства, развитие фермерских хозяйств и развитие сельских территорий. Пока проекты у нас еще и поступают, но мы это практически адресовываем на 26 год, но на 25 год с учетом, эта сумма составляет с учетом тех проектов, которые мы не смогли освоить и в прошлом году. Есть еще проекты, несколько проектов и 2023 года, но есть большая сумма и за 2024 год. Поэтому мы предлагаем первым долгом рассмотреть те проекты, уважаемые члены комиссии, те проекты, которые мы не успели освоить в 2023 году, в 2024 году, то есть те, которые ждут решения этих вопросов, и в дальнейшем рассматривать, если останется средства, рассматривать те, которые поданы в 2025 год. Основными направлениями проекта этого года станут растениеводство, животноводство, малая механизация, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. Эти направления имеют большой спрос среди населения. Также в рамках проекта ведется борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. В прошлом году министерством было закуплено до 5000 литров химических препаратов, более чем на 9 миллионов рублей. Этих лекарств хватит на обработку до 15 тысяч гектаров. Конечно, программа не является сегодня именно рычагом развития сельского хозяйства. У нас помимо нашей программы в Абхазии реализуется очень много сельскохозяйственных проектов, более глобальных, с участием российских банков по льготному кредитованию. Вы уже очевидцы того, что происходит по этому направлению. По нескольким проектам в этом году предстоит внедрение или
в эксплуатацию еще нескольких проектов, очень таких уязвимых, очень нужных для наших крестьян по переработке сельхозпродукции. Мы все это ждем, мы прослеживаем, пока все вроде идет по тем срокам, которые были предложены ими. За время работы программы при поддержке государства реализовано много успешных проектов по всем районам страны. По итогам прошлых лет видно, что в целом программа получила положительный отклик, и с каждым годом заявителей становится больше. Гунда Шоуа, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Ассоциация силовых ведомств при поддержке Министерства просвещения, МВД и МЧС запускает серию интерактивных уроков для школьников. Цель занятий – закрепление правил дорожного движения, снижение детского травматизма на дорогах, демонстрация школьникам героики профессии МВД и МЧС. Лучшие ученики получат рекомендации для поступления в профильные вузы России и Абхазии. Мурал с изображением горного пейзажа появится на фасаде многоквартирного дома на улице Эшба в Сухуми. Такое решение принято художниками совместно с жителями дома. Наружная часть здания совсем недавно была отреставрирована за счет средств правительства Москвы. Гугуца Вардания расскажет детали. Вписать рисунок в архитектуру – задача не из легких. Этот вопрос требует активного обсуждения, поэтому жители дома по улице Эшба дискутируют с абхазскими и российскими художниками, какая картина появится на фасаде их дома. Мнение жильцов многоэтажного здания играет ключевую роль в выполнении этой задачи. В общем, совсем скоро здесь нарисуют мурал с изображением горного пейзажа. Художники предпочитают рисовать на глухих фасадах, где нет окон, балконов, но здесь очень много и окон, и балконов, и коробов под кондиционеры. Что-то какое-то конкретное или портреты очень сложно нарисовать, чтобы это красиво смотрелось, поэтому пейзаж – это самый оптимальный выбор. У нас было еще до встречи с жильцами очень долгое согласование, какие-то варианты. Мы обсуждали с местной галеристкой и местными художниками. Сошлись действительно на этом варианте, потому что он, с одной стороны, и нейтральный, и он немножко абстрактный. С разных ракурсов он будет все равно смотреться выигрышно и полноценно, нежели если бы был бы какой-то конкретный портрет, это нужно было бы отходить в конкретное место. А так как это проезжая рядом часть, дорога, и со всех сторон просто будет это яркий такой акцент, какая-то вишенка на торте ко всему вот этому общему ремонту. Фасад дома на улице Эшба долгое время нуждался в ремонте. Совсем недавно он был восстановлен российскими специалистами. Мурал станет красочным дополнением к проделанной работе. Объекты, короба, балконы, окна, их много на той стороне. И вот это был вопрос сомнения, как оно будет смотреться. Но вот сейчас ребята нам показали, рассказали. И вроде бы как понравилось. Не знаю, как это будет в живом виде, но мы понимаем, что они проработают все детали и все сделают, чтобы на самом деле наш дом выглядел очень прилично. Вот. Спасибо, конечно, за заботу о нас. Мы благодарны предыдущим рабочим, которые сделали чудо. Они из нашего дома, разбитого, и все, они, как говорят, сделали конфетку. И мы просто боялись, что вдруг это испортим, и все, такой благородный вид, и все. Ну, надеемся на, как говорится, талант ребят, потом на их опыт, и поэтому думаем, что все будет хорошо. Мурал на фасаде дома по улице Эшба нарисуют художники из Нижнего Новгорода Дмитрий Дренин. Всего в Сухуми российские художники планируют создать муралы на 10 зданиях. Тематика рисунков будет разнообразной, но при этом отвечающей местному колориту и традициям. Гугуца Вардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. МИД Абхазии и АГУ объявляют прием заявлений граждан Республики Абхазия для поступления по конкурсному отбору в дипломатическую академию МИД России по программам бакалавр, магистратура и аспирантура. Прием заявлений и документов осуществляется с 10 по 18 апреля с 10 до 15 часов. Поступающие в магистратуру и аспирантуру вправе подать заявление о приеме, а также необходимые документы лично или по электронному адресу. Бланк заявления необходимо распечатать
распечатать, заполнить, подписать и направить по указанному электронному адресу. За справками обращаться в АГУ или по телефону 992 52 61. В связи с проведением ремонтных работ на улице Джелия с полуночи 10 апреля до 18 часов будет прекращена подача воды в части Сухума и Сухумского района, сообщает Водоканал. Воду отключат в районе турбазы на улицах Апсильской, Братьев Зантари и Чанба, Кадорском шоссе, а также в селах Цзукта и Баслата. В завершение выпуска расскажем о погоде. В четверг, 10 апреля, в Абхазии ночью и до полудня временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 1,6, днем 3,8 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом все. Всего хорошего и до свидания.